себя не вижу. Угу. Приветствуем вас, уважаемые слушатели. Сегодняшний вебинар посвящен методическому сопровождению выбора модуля курса «Основы религиозной культуры и светской этики». Прежде чем мы перейдем к содержанию нашего вебинара, необходимо отметить системную работу Института развития образования по методическому сопровождению педагогов, реализующих предметные области «Основы религиозной культуры и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Институт развития образования разработал методические рекомендации. Кроме того, уже проводились заседания РМО для педагогов ОРКС и ОДНКНР. 21 марта проходил семинар республиканский по выбору модуля ОРКС «Основы религиозной культуры и светской этики». Кроме того, обращаем ваше внимание, в качестве анонса сообщаю, что планируется также семинар «Эффективные условия духовно-нравственного образования обучающихся». Скорее всего, он будет 20 апреля, но просим вас обращать внимание на анонсы в нашем сайте. Кроме того, в конце апреля для преподавателей модуля УПК также планируется выезд в село Ульяново, Свято-Стефановский Ульяновский монастырь. Приблизительные даты согласовываются, ориентировочно это будет 28-30 апреля. Итак, переходя к режиму работы сегодняшнему, необходимо сказать, что первую часть нашего вебинара, нашей встречи с вами проведу я, методист Центра общего образования, воспитания и социализации личности Михайлова Екатерина Михайловна. После моего блока по нормативно-правовому сопровождению выбора модуля ОРКС выступит методист нашего центра, одноименного центра Ичоткина Тамара Александровна. Очень просим вас по мере проведения нашего вебинара, если у вас появятся вопросы, их обязательно задавать. Мы постараемся на них ответить. И кроме того, тот материал, который будет сегодня представлен на вебинаре, мы выложим на нашем сайте, прикрепив к видео вебинару. Непосредственно приступая к рассмотрению нашей темы, а именно моего блока, который поручен мне для рассмотрения, нормативно-правовые основы выбора модуля комплексного учебного курса ОРКС, хотелось бы сказать, что, возможно, некоторые из вас, уже присутствовав на семинаре, эту информацию увидели, но вместе с тем обращаю внимание на это содержание тех, кому не удалось побывать на республиканском семинаре. Итак, не будем заострять внимание на том, каким образом началась реализация курса ОРКС. Нам известно, что с 2009 года по поручению президента сначала были пилотные регионы, в 2012 году этот комплексный курс стал обязательным для всех образовательных организаций. Ведется он в 4 классе, объем у него 34 часа в год. Основные модули вам известны. Так вот, каким же образом необходимо проработать с родителями по выбору модуля ОРКС? Вы можете взять за основу нашу презентацию, которая будет сегодня, с вами мы ее всю проработаем. И можно как раз с этого и начать, о том, с какого нормативно-правового акта началась реализация основ религиозной культуры и светской этики, какие модули в нем содержатся, цели ОРКС. Прежде всего, необходимо отметить, что в тех условиях, можно сказать, без преувеличения, кризисных условиях, в которых находится сейчас наше общество, цель ОРКС – это воспитание. Если мы посмотрим на нормативно-правовое сопровождение курса ОРКС, то необходимо сказать, что все эти нормативные акты, они пронизаны идеей патриотизма, гражданской идентичности,
безусловно, то, чего так не хватает сейчас нашему подрастающему поколению. В той же самой профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Безусловно, формирование личности невозможно без понимания целостности мира, которая также взаимосвязана с ценностями, которые транслирует курс ОРКСР. Итак, цель учебного курса ОРКСР – воспитание. Учебный курс является культурологическим, направлен на развитие у школьников представления о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозной культуры, традиций, светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Почему определение цели ОРКСР особый акцент ставится на ценностях и идеалах? Но, безусловно, можно сказать о том, что после 1993 года наше общество потеряло тот идеал, к которому необходимо стремиться. Безусловно, была смена формаций. И сейчас нам необходимо, чтобы наши дети, у них был ориентир, да, воспитательный ориентир. Обращаясь к концепции, сейчас, секундочку, обращаясь к концепции духовно-нравственного развития воспитания личности, вы перед собой сейчас видите таблицу, под номером 4 она находится. В этой концепции сформулирован воспитательный идеал. Воспитательным идеалом является человек, высоконравственный человек, воспринимающий судьбу Отечества как свою личную, приобщенный к национальным базовым ценностям. Определение в этой концепции дано очень четкое, оно широкое. Мы просим тоже обратить внимание на эту концепцию. Также документы, которые вы сейчас видите перед собой, мы обязательно приложим к видеоверсии нашего вебинара. Итак, данная концепция тоже нашла отражение и в ФГОС начального общего образования, и в Федеральном законе об образовании, поэтому обращаем на этот документ особое внимание. Что касается ценностей, вот мы видим нравственные идеалы. Итак, человек, воспринимающий судьбу Отечества как свою личностью, приобщенный к национальным базовым ценностям. Ценности, о которых тоже необходимо сказать. Конституция Российской Федерации предусматривает единственную ценность – человек, его права являются высшей ценностью. Вместе с тем мы понимаем, что недостаточно для формирования личности удовлетворение лишь прав и свобод человека, да, как такового. То есть человек является частью огромного мира, и ставить во главу угла, в нашем случае обучающегося, будет по меньшей мере большой ошибкой. Поэтому сформулированы национальные базовые ценности в той же концепции, о которой я вам сказала, вот под цифрой 4. Это труд, семья, патриотизм, гражданственность, литература, искусство. Полный набор национальных базовых ценностей, которые транслируются через наш комплексный учебный курс ОРКСР. И которые в последующем, вот как мы затронем эту тему чуть позже, ближе к завершению, что и в курсе о ДНК-НР, который найдет свое отражение уже в последующих классах, 5-6 класс, объем там будет тоже 64 часа, но это уже дело будущего, но мы надеемся, что ближайшего будущего. Итак, с целью мы разобрались, с модулями разобрались, приобщение к национальным базовым ценностям очевидно и бесспорно. Да? Кстати, о приобщении к национальным базовым ценностям говорит и ФГОС, практически на всех уровнях. Единственное, что там они не раскрываются, поэтому мы вам даем такую подсказку, отсылочный документ – это концепция. Итак, переходим дальше. Задачи курса. Прежде всего, знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской и иудейской культур, основам мировых религий, культуры светской этики по их выбору. Развитие представления обучающихся о значении нравственных норм ценностей, обобщение знаний, формирование ценностно-смысловых мировоззренческих основ и развитие способностей обучающихся к общению на основе взаимного уважения и диалога. Как известно, первый блок у нас представляет один общий урок по всем модулям, да? Один общий урок для всего класса. Второй блок – это сам модуль, который выбран был, да?
Основы религиозной культуры, светской этики состоит из 28 часов. И третий блок, это общий блок для всех модулей, обычно он составляет 5 часов. Здесь, на этом общем блоке, дети защищают свои проекты. Кроме того, обращаем внимание, что на третьем блоке могут присутствовать и родители, да, такая вот совместная работа может быть проведена, которая тоже, безусловно, отразится на воспитательной составляющей для нашего подрастающего поколения. Итоговые результаты апробации курса ОРКСМ. Но мы видим, как вот эта статистика была проведена в 2015 году. Нам необходимо будет, конечно, выявить, какие сейчас показатели, но в целом мы видим, что реакция родителей на данный курс положительна. И учителей тоже вот мы видим, что высокий процент. По Республике Коми, по модулям тоже вы видите перед собой информацию, какая статистика нам приведена в том году. Выбор ОПК и основы светской этики. Ну, видим, да, какие показатели, они очень разнятся. Конечно, это говорит о многом, о нашем состоянии, да, общества в целом. И переходя, опять же, по нормативно-правовому сопровождению, можно сказать также на родительском собрании о приобщении к национальным базовым ценностям, о том, к чему необходимо стремиться, да, при освоении данной предметной области, какие результаты освоения предметной области предусмотрены по ФГОС, можно также их перечислить, это готовность к нравственному самосовершенствованию, знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание значения нравственности, формирование первоначальных представлений о религиях и другие. Да, тоже обращайте на это внимание, то есть родителям необходимо конкретно довести до них, к чему мы стремимся, к чему мы придем и какой в этом есть смысл и чем это обосновано. Ну, самая главная статья для всех педагогических работников, реализующих курс ОРКС, это НКНР, это 87-я, да, которая регламентирует введение и направление, содержание данного курса. Кроме того, необходимо также нам понимать, что же такое светский характер образования. Данный вопрос тоже может возникнуть на родительских собраниях. Для этого вот тоже мы подготовили вам материал, который поможет вам объяснить, что же такое светский характер образования. Кроме Конституции, которая говорит о том, что Российская Федерация является светским государством, данная норма также содержится в Федеральном законе об образовании в Российской Федерации. Государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования основывается на принципе светского характера образования в государственных муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Что же такое светское образование? Обращаясь к Федеральному закону о свободе совести и религиозных объединениях, мы найдем ту же самую норму. Но нужно сказать, что светское образование – это не есть образование, которое отвечает только атеистическим принципам. Да? Светское образование предусматривает собой независимость государственных и муниципальных образовательных учреждений от религиозных организаций. Светское образование предусматривает свободу совести и вероисповедания, которые также регламентируются законом, вот вы его видите под цифрой 5, о свободе совести и религиозных объединениях и Конституции Российской Федерации. Кроме того, светский характер образования обозначает добровольный характер углубленного изучения какой-либо религии или нерелигиозной идеологии. Обязанность разработчиков содержания образования – учитывать разнообразие мировоззренческих подходов. Естественно, это говорит о том, что светский принцип не может, повторюсь, содержаться только в атеистическом убеждении руководителей школы, да, или самого педагога. То есть то право, о котором говорится и в Конституции, оно должно быть соблюдено. Обязанность органов управления создавать условия, способствующие защите и развитию системы образования, традиций, ценностей российской культуры, региональных этнических культур. Но касаясь вопроса культуры, каждый из нас может сказать о том, что любая культура, основой его является религия. Да? От этого никуда не уйти.
Нет ни одного языка, в котором бы не было слова «Бог». Об этом мы очень часто говорим на наших курсах повышения квалификации, которые проводятся в институте. Светский характер образования не означает отделение содержания образования от религии или запрета на знание религий в государственной общественной школе. Тоже, да, такая вот интересный подход, который можно изложить нашим родителям на собрании. Представление этих знаний исключительно от лица рациональной науки или нерелигиозных мировоззрений. В этом случае тоже я привожу пример из Писания, где сказано, что Адам и Ева после грехопадения, они спрятались в древе знаний. Да? То есть, спрятавшись в древе знаний, человек до настоящего времени многие свои проблемы и другие вещи пытается объяснить наукой. Да? Ну вот светская говорит о том, что представление исключительно от лица рациональной науки, нерелигиозных религий тоже не есть светский характер образования. Так, по поводу нормативно-правового сопровождения выбора модуля на родительских собраниях есть полный пакет документов. Он также содержится в нашей таблице, которой вы будете пользоваться, да, при необходимости. Под цифрой 2 приведены таблицы, содержащие перечень специальных документов, регламентирующих реализацию курса ОРКСР. Просим вас обратить внимание на некоторые из них, особенно вот на последние. Я их выделила даже в курсиве. Итак, согласно Федеральному закону об образовании, выбор одного из учебных предметов и курсов, в данном случае модуля, осуществляется родителями, законными представителями обучающихся. В письме Министерства обрнауки Российской Федерации 2011 года регламентировано, что принятие решения о записи ребенка на изучение определенного модуля без согласия его родителей не допускается. Это прямое нарушение нескольких норм права, включая Конституцию, Закон о свободе совести и религиозных объединениях, Закон об образовании. Ну, если можно уже сказать, конечно, о Конвенции о защите прав ребенка. Ну, о ней тоже можно много говорить, но сейчас мы все-таки углубляемся в тему нашего вебинара по выбору модуля. Итак, без согласия родителей не допускается выбора модуля. Кроме того, хотелось бы вот здесь еще отметить такой пункт. Профессор Остапенко, который тоже очень много прилагает усилий к духовно-нравственному воспитанию детей, его работы тоже есть, вы можете их найти, и действительно они могут помочь в работе по данному направлению. Вводит такое понятие, озвучивает такое понятие, как детское целомудрие. И детское целомудрие, конечно же, тут включается в каком контексте? Когда мы производим выбор модуля, мы, как педагогические работники, по тем рекомендациям, которые даны от Министерства образования, можем дать совет родителям ориентироваться на традиции семьи. Да? То есть мы понимаем, выбор за родителей мы сделать не можем. Выбор, если у родителей возникает какая-то проблема, да, какое-то недопонимание этого вопроса, можно сказать о том, что ориентируйтесь на традиции семьи. Что касается мнения самого ребенка, с учетом мнения ребенка. Именно с учетом мнения ребенка, но не основываясь на выборе самого ребенка, не потому, что это должно быть императивно, а просто в силу того, что таким образом можем нарушить его детское целомудрие, когда родитель в глазах ребенка даст ему понять, что он сам не знает, да, какой выбор необходимо сделать. Да? То есть вам необходимо дать понять родителям, что это будет именно их выбор как родителя, который воспитывает и обладает приоритетным правом на воспитание ребенка, что также, кстати, этот пункт содержится в Федеральном законе об образовании, Семейном кодексе, в законе об основных гарантиях ребенка. Да?
То есть родитель имеет преимущественное право на воспитание, на методы воспитания. Таким образом, видя цель ОРКС воспитания, мы должны согласовываться именно с выбором родителей, которые ориентируются на семейные традиции, с учетом мнения ребенка, но не по выбору ребенка, обращаем ваше внимание. Итак, касаясь непосредственно самого регламента, 21 апреля 2014 года Миноборнауки выпустило письмо, подробно регламентирующее мероприятия по выбору модуля курсов ОРКС. Я думаю, что с ними вы знакомы, не будем особенно останавливаться. А хотим обратить внимание на письмо Министерства образования Республики Коми, которое вторит предыдущему, которое было указано только что на слайде, от 25 апреля уже 2014 года. И в это письмо содержит информацию. Во-первых, письмо разработано по вопросам крайне недостаточной работы с родителями, общественностью по разъяснению содержательной части модуля комплексного курса ОРКС, в которой говорится о том, что необходимо обеспечить ознакомление родителей с особенностями содержания модулей, организовывать индивидуальную работу с родителями, если в этом есть необходимость, организовывать широкое обсуждение проблем преподавания ОРКС. Как можно организовать широкое обсуждение проблем? Вот последнее письмо от 2018 года, сейчас я его покажу вам на слайде, говорит о том, что необходимо привлекать родителей, родительские комитеты, которые также могут быть вам помощниками, вам как администрации школы по выбору модуля. Широкое обсуждение. Я уже не говорю, конечно же, о том, что нужно информацию выкладывать на сайте образовательной организации по выбору модуля. На сайтах всех образовательных учреждений должны быть открыты не только страницы по ОРКС, но выставлена вся необходимая информация для родителей, результаты выбора модулей. Какую информацию мы не можем выставлять? Касающихся персональных данных наших детей. Кроме того, обращаю внимание, что в этом письме прописано, что недостаток помещений для учеников, родители которых, например, выбрали в данном случае ОПК, малочисленность учеников, которые выбрали ОПК модуль, проблемы часов или проблемы зарплаты учителю, или недостаток учебников, эти факторы не могут и не должны влиять на выбор модуля. Нам необходимо соблюдать букву закона. Тем более в той части, очень важной, которая формирует человека, формирует личность. Обращаем на это ваше внимание. Итак, в 2015 году также было выпущено методическое письмо об изучении эффективности реализации курса ОРКС. И вот то письмо, которое в 2015 году в марте выпущено, оно как раз очень подробно предусматривает регламент выбора ОРКС. Если кто-то еще с ним не знаком, пожалуйста, ознакомьтесь. Вместе с тем он предусматривает предварительный этап. Давайте немножко обсудим. На предварительном этапе, который может начаться даже с сентября 3 класса, может проводиться работа с родителями, учитель, классный руководитель, учитель начального класса, начальных классов, он уже, в принципе, ориентируется среди своих детей, уже примерно может даже сказать, какой будет выбор модуля, такая информация, думаю, учитель начальных классов, она несложно проводится, анализ этот. Также родитель, как я уже сказала, по государственно-общественному взаимодействию может обратиться к активным родителям, которые могут помочь в разъяснении другим родителям, что необходимо, что будет проводиться собрание, выбор модуля, по содержанию модуля тоже может быть какая-то работа будет проводиться. Предварительный этап работы также предусматривает разработку, например, памяток, по выбору модуля, каких-то разъяснительных информационных листов. Кстати, в этих методических рекомендациях они есть как приложение, какую информацию можно давать родителям. На предварительном этапе, в принципе, проводится вся информационная работа. Кстати, в предварительном этапе родители, которые, например, уезжают, они могут индивидуально написать заявление досрочно о выборе модуля. Такое тоже может быть. Итак, основной этап у нас проводится собрание. Может проводиться в одном помещении, может быть в нескольких классах, может быть в одном помещении провести само собрание, а выбор проводится в разных классах. Но тогда обращаю внимание, что протокол
Если в одном помещении, то это один протокол, в разных классах обязательно несколько протоколов по тому количеству классов, которые есть. Внести изменения в протокол тоже можно, такое возможно в случае, если выбор модуля как-то изменился, да, у родителей. В основном этапе также на самом собрании могут присутствовать могут выступить родители, да, вот тот актив, к которому обратился учитель начальных классов. Представлены сами педагоги, может быть, даже сами они защитят, да, как бы свою позицию относительно, представят вот сами модули. Затем, конечно же, та же 87-я статья Федерального закона об образовании предусматривает участие представителей централизованных религиозных организаций. В Сыктывкаре проводится такая работа, практически на всех собраниях присутствуют представители епархии, да, которым тоже можно задать вопросы, которые также проводят работу с родителями. Тоже вот этот этап необходимо для себя учесть и обращать на него внимание. Итак, проводится само собрание, сформированы списки у нас, оформляется протокол. В заключительном этапе мы все это отправляем в управление образования. В принципе, здесь никаких, я думаю, вопросов, если возникнут, вы можете их, конечно же, сейчас написать. Так, все формы документов тоже предусмотрены в этом письме, они являются приложением, обращаем на них ваше внимание. И по последнему документу я уже заканчиваю, который вышел 19 января 2018 года. Очень подробное письмо, которое вы также можете использовать, например, при подготовке тех же памятных информационных листов для родителей. В введении указана цель и цель и задачи данного курса, правовое регулирование обозначено отдельным разделом, предусмотрены все нормативно-правовые акты, относящиеся к нашей теме. Взаимодействие с религиозными организациями, я уже сказала, это может быть и участие в выборе модуля по собранию. Затем, кстати, по правовому регулированию хотелось бы отметить, что там же вводятся такие новые информации относительно курса ОДН-КНР. Как я уже сказала, будет вводиться в 5-6 классе, но эта работа ведется, но наши школы должны быть к этому готовы. И Институт развития образования сообщает вам о том, что у нас разработаны методические рекомендации по ОДН-КНР. Вы сможете с ними ознакомиться на нашем сайте. По всем вопросам тоже обращайтесь в наш центр по методическим рекомендациям по ОДН-КНР. Итак, соблюдение требований ФГОС рассмотрено, мы тоже их с вами проговорили. Подготовка педагогических кадров, которая проводится Институтом развития образования по мере необходимости, тоже ведется. Учебно-методическое дидактическое обеспечение реализации предметных областей. По этому вопросу вы тоже всегда можете обратиться в наш центр. И система сопровождения профессиональной деятельности учителей ОДН-КНР. На данный момент я заканчиваю. Передаю слово Тамаре Александровне Ичеткиной, как я сказала, да, в начале нашей встречи. По всем вопросам вы можете обратиться к нам, повторяюсь. Я не могу выйти на рабочий стол. Все вышло. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Так, чего? Говоря о содержательной работе выбора модулей предметной области основы религиозной культуры и светской этики, хотелось бы обратить внимание вот на что. Обычно наши родители, в силу того, что у нас уже многие традиции в семейном воспитании утеряны, они как-то негативно реагируют на то, что вот появился какой-то новый предмет, который еще так странно называется «Основа религиозных культур», что, в общем-то, свидетельствует о том, что действительно это одна из проблем нашего общества. Ведь слово «традиция», недаром сегодня очень часто это слово упоминалось,
можно еще образно представить в виде дерева. И вот если это дерево, оно состоит, как мы сами понимаем, из корней, из мощного ствола, ветвей, листьев, то вот эта традиция, она предполагает, что ребенок в своем воспитании, в тех уже поведенческих каких-то навыках, он должен эти свои основания поведения, они должны быть заложены как бы в основании дерева, в корнях. И вот если этой связи не будет, то действительно, если вы отломите ветку и поставите ее в стакан там, или в баночку, и будете ее усиленно там прикармливать, все равно эта веточка погибнет, потому что нет ее основы, нет ее корня. Ну и, конечно же, можно еще много говорить о том, что и, значит, дерево должно согреваться теплом, а тепло, опять же, если говорить в традициях нашей русской культуры, о том, что говорила уже Екатерина Михайловна, тепло образно можно сравнить и с тем, что любая культура действительно, она берет и черпает свои истоки из религиозной культуры. И вот это тепло, оно как раз идет от того основания культуры, в основе которой она развивалась. И обычно, конечно же, мы предлагаем, я думаю, что не то, что мы предлагаем, а вот мы сегодня предлагаем, ну так, скажем, новую, что ли, модель работы с выбором модулей основ православной культуры, идеи, которые мы заимствовали от наших коллег города Кирова, кировчан. К нам приезжала известный такой педагог, методист по предмету «Основы религиозной культуры и светской этики» Демидова Надежда Васильевна. И вот в Кирове традиционно проводится для родителей общегородское собрание, на котором показывают родителям уроки, содержание уроков этой предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народа в России». Мы считаем, что действительно, почему наши родители так, ну, легко сказано, негативно, может быть, ворчат, да? Потому что они не представляют, что же за содержание за этим предметом. И как уже говорилось, что этот предмет несет действительно большую такую потенциальную культуру воспитания, то можно было бы родителей в течение уже вот всего года, третьего года обучения потихонечку включать в понимание того, что за это предмет. А каким образом это можно было сделать? Можно было, конечно, им предложить, значит, на одном из собраний познакомиться со всеми учебными пособиями по этому предмету. То есть посмотреть, насколько значит, содержательны эти учебные пособия, насколько они действительно отвечают традиции той семьи, в лоне культуры которой воспитываются дети. Или же можно было бы, например, предложить им посидеть на уроках, которые проводятся уже в 4 классе педагогом, тех основных модулей, в рамках которых ведется в этой школе преподавание предмета основы религиозной культуры светской этики. Но мы с вами знаем, что ряд тем в рамках этой предметной области общие. И вот первым таким уроком, с которого начинается этот предмет, это урок «Россия – наша Родина». И вот, учитывая опыт, значит, наших коллег из города Кирова, мы предлагаем вам сегодня окунуться в содержание первого урока и предлагаем также и родителей окунуть в содержание первого урока, показав тем самым родителям, что действительно эти уроки этого предмета несут большую воспитательную функцию. Итак, урок «Россия – наша Родина». Мы можем с вами начать этот урок с прослушивания известной песни Федора Савинова «Родина» в исполнении Сергея Лемешева. Увидеть некоторый такой вот ряд картинный, в котором наша Родина предстает в своем величии. Все это настраивает детей и учителя на учебный диалог. Что дальше?
Мы можем с ними поговорить о том в учебном диалоге или в форме репродуктивной или эвристической беседы, включая, конечно же, в последнем случае создание проблемной ситуации, о том, что же заключено в этом понятии «Родина». И можно использовать такой замечательный текст наших русских писателей, нашего ученого Константина Чушинского, основателя национальной педагогики, «Наше Отечество». Вот в этом тексте мы увидим, если мы предложим детям поработать в микрогруппах, то мы увидим, какое объяснение дает Константин Чушинский понятиям «Отечество», «Родина», «Матерь». Отечество, потому что испокон веков в ней жили наши предки, отцы и дети. Родина, потому что в ней мы родились. Матерь, потому что она вскормила нас своим хлебом, она защищает нас от врагов. Вот к этому выводу должны были прийти наши учащиеся. Итак, а что же такое, что за такой предмет, или что за такое содержание, да? Основы духовно-нравственной культуры народов России? И вот здесь, конечно же, мы должны детям дать понять, что же скрывается за этим необычайным названием, и для чего же нужен этот предмет. И родителям еще раз напоминается, что предмет этот учебный, комплексный, и в него входит 6 модулей. И вот здесь вы видите обложки учебников этих 6 модулей. Конечно же, нашему молодому человеку сразу же становится непонятным, как можно вот нашему восприятию или нашим руководителям в таком огромном количестве народов осуществлять какую-то управленческую деятельность. И вот молодой человек думает, если бы я был президент, то с чего же начал управлять страной, с чего бы начал? Вот посмотрите, глазами хозяина, какая огромная страна наша Россия. Конечно же, она большая. Красивая ли она? Вот какие картинки можно показать. Богатая ли страна? Естественно, она богатая. Чего только нет в недрах нашей Родины. Россия наша страна великих художников. Вот портрет Александра Сергеевича Пушкина в исполнении художника Нестерова. А вот Россия страна героев. Мы тоже с вами можем рассказать и про былинных богатырей, и про современных героев нашей отчизны. Юрия Гагарина, который первый вошел в космос. Конечно же, Россия – это огромная страна, она насчитывает, вот вы видите, по географическим объектам огромное количество географических объектов, 145 миллионов замечательных людей, и все это, конечно же, наша с вами отчизна. Многие народы находят для своего отечества какие-то очень значимые и точные словесные определения, образы. Итальянцы называют свою родину солнечной, англичане любят выражение «старая Англия», немцы – ученая Германия, а наши предки называли свое отечество Святой Русью. Именно Святая Русь – это идеал русского народа. Итак, самая большая страна с древней историей, очень красивая, очень богатая. И, конечно же, Россия может быть самой счастливой страной в мире. Но что же мы видим? Мы видим, что мы правила пользования жизнью потеряли, что кто-то и поступает неправильно. Может, вот в данном случае картинка про воровство. И видим мы, какой беспредел грязных улиц. Мусор нашу страну украшает, грязь во дворе. И, конечно же, наше будущее, оно основывается на чем? Если жизнь без правил продолжается, то родная страна в пустыню с мусором превращается. А если мы хотим самой счастливой страной в мире стать, то правила пользования жизнью надо найти и всем выполнять. Какие же правила, да? Какой же вариант выбрать? Правила пользования обычно даются в инструкциях. Вот, например, инструкция пользования или холодильником, или стиральной машиной. Как устроена вещь, как можно ее пользоваться, чтобы она долго служила и не ломалась. А инструкция к человеческой жизни, вот как раз инструкция к человеческой жизни и является духовно-нравственная культура. Основа духовно-нравственной культуры народов России. То, что мы с вами и имеем.
Вы уже знаете, что у нас огромное количество народов. Есть и такой народ, который называется буддисты. Буддизм – это старейшая мировая религия. И мы знаем с вами, что у нас, в нашей отчизне, это народы, исповедующие буддизм, заселены Калмыкия и Бурятия. Какие же правила поведения у буддийского народа? Говорить правду, не брать чужого, все время стремиться к добру и никому и ни в чем не чувствовать злобы и зависти. Есть такой народ у нас, как иудеи, основа иудейской культуры. Но вы знаете, что иудаизм – это тоже древняя религия, признающая существование единого Бога, Творца Всего Сущего. И лишь отличие в том, что религия – это одного народа по национальности, евреи. И этот народ тоже очень нам известен. И есть такие 10 заповедей, которые были даны Моисею на горе Синай от Бога. «Почитай отца твоего и мать, не убей, не укради», всего их 10 правил. Основа исламской культуры. Мы тоже знаем, что у них есть тоже свои правила. Аллах Всевышний показывает справедливость и утверждает от мерзости и гнусного преступления. У каждого народа, как мы сами видим, есть свои правила. И, наконец, основы православной культуры. Мы знаем с вами, что культура православная – это христианская культура. И в христианской культуре есть такие народы, которые исповедуют православие, католицизм, протестантизм. Но одно нас всех объединяет – это то, что современное светское исчисление признается всеми народами от Рождества Христова, по имени которого и названа наша религия. Таким образом, мы с вами живем в 2018 году, а именно такое количество лет назад родился Иисус Христос. Это признается всеми религиями. Что же проповедует христианская православная религия? «Возлюби ближнего своего, как самого себя». То есть мы с вами видим, что каждый народ имеет свои инструкции. Откуда же они взялись? Они даны людям свыше, они имеют божественное происхождение. Но есть еще один модуль «Основы светской этики», и мы там изучаем тоже правила нравственности, основы нравственности, но эта инструкция к жизни, она получена от людей. По какому же учебнику мы будем учиться? Все один предмет, цель одна – научить человека правильно жить, чтобы свою жизнь не сломать, чтобы в стране счастливой и богатой стать. Ценности общие, какие? Ценности – добро, честь, справедливость, милосердие. Учим мы эти правила на уроках физкультуры? Наверное, мы их не проговариваем, но, в общем-то, в отношениях между учащимися они должны быть реализованы. Математика. Тоже математика, знаете, что она другие правила изучает, но во время обучения математики мы тоже руководствуемся ценностями «возлюби ближнего своего, как самого себя». А уроки духовно-нравственной культуры, например, наша тема урока, наша Родина Россия. И какие ценности? Жить, Родине служить. Если говорить про эту ценность, офицер, учитель, водитель автобуса, медсестра, как вы думаете, они должны пользоваться этой ценностью? Жить, Родине служить? И побеседуем с учащимися на эту тему. Связаны ли плохие дороги с духовно-нравственной культурой народа, с духовно-нравственной культурой человека? Что от нас всех требуется, чтобы мы могли соблюдать эти правила? Конечно же, от нас требуется духовное усилие, отказ от дурного, желание делать добро. Это христианский подвиг. Могут ли эти правила управлять нашим огромным государством? Помогут ли? Конечно, помогут. Почему так важно, чтобы между людьми разных народов и верующими разных религий в нашей стране были мир и согласие? Все это мы с вами и будем изучать на модуле, который, если вы выберете, это будет модуль
религиозных культур. Или модуль «Основы православной культуры», или тот модуль, который исповедует или в традициях которого живет та или иная семья. Конечно же, выбор модулей, он очень разный в зависимости от того, какие народы на каких территориях проживают. И в основном, конечно же, я уже вам говорила, что выбор модулей, он зависит от того, какая традиция в основе воспитания каждой семьи. Автор и источник идеи, вот я уже вам говорила, Демидова Надежда Васильевна. И на этом я завершаю показ слайда презентации тему урока «Россия – наша Родина». Конечно же, у вас могут быть свои какие-то творческие подходы, свое содержание, но это вот как одна из версий того, что можно сказать родителям на родительском собрании, рассказывая о том, что это такой предмет «Основы религиозной культуры светской этики». Следующий урок, который бы я хотела вам продемонстрировать, и тот урок, который тоже я считаю необходимым показать нашим родителям, чтобы они понимали, что на уроках модулей мы говорим о ценностях, мы не говорим просто о религии, а мы говорим о тех ценностях, которые несет в себе тот или иной модуль. И вот один из уроков, урок 17, модуля «Основы православной культуры», который называется «Подвиг». Такие уроки есть во всех модулях, можно говорить о них, но вот мы с точки зрения христианского подвига посмотрим на эту тему. Итак, подвиг. В толковом словаре русского языка Дмитрия Николаевича Ушакова говорится о том, что подвиг – это доблестный, героический поступок, важный по своему значению действие, совершенное в трудных условиях. И мы знаем, что есть разные виды подвигов. Есть военный подвиг, беззаветный, бескорыстный поступок, подвиг любви. Все это есть в культуре любого народа. Задача урока – понять, есть ли в нашей жизни место подвигу. В трудных условиях находятся наши спасатели. Вот вы знаете, что совсем недавно была такая страшная трагедия в Кемерово. Конечно же, там тоже было место подвигу, и мы об этом много слышали и видели, что и простые, не только МЧС, но и простые граждане, которые не могли пройти мимо, возвращались вновь к очагу возгорания и ценой своей жизни спасали детей. Вот один из подвигов женщина, которая взяла на себе на воспитание детей, которые проживали в интернате, это 16 детей. И вот взять и воспитать такое количество, огромное количество детей, конечно же, очень тяжело. Ирина Даниловна Анохина, вот ее имя. Еще один подвиг. Подвиг беззаветный, бескорыстный. Труд Галина Юрьевна Ширяева, заслуженный работник Республики Коми, член Союза театральных деятелей в России, написала свою книгу о тех, кого она хотела вспомнить, те, которые повлияли на ее жизнь, на ее судьбу. Галина Юрьевна в разные годы воспитывала, в разные годы работала в разных организациях, но она в течение 18 лет руководила Сыктывкарской хореографической школе. Она является создателем уникального в своем роде детского балетного театра «Аленький цветочек». И вот Галина Юрьевна решила написать книгу о своих учителях, которые долгое время были ее и учителями, и соработниками в ее творчестве. И вот эта книга, я вот ее держу в руках, вот я ее вам показываю, вот эта книга, она является воспоминанием автора об известных артистах и музыкантах
деятелях культуры 50-х, 80-х годов. Многие из них были сосланы на территории Республики Коми и здесь остались и внесли свой творческий вклад, большой вклад в становление и развитие профессионального музыкального хореографического искусства Коми Республики. Это огромное количество известных вам людей, которые вот здесь на слайде обозначены. И сейчас Галина Юрьевна, издав эту книгу на свои собственные деньги, сумма немалая, 100 тысяч рублей, большим тиражом она книгу эту издала, чтобы распространить ее по всей республике. Ну, конечно, там часть, половину, по-моему, 50% средств ей возвратили, но все-таки это ее труд. И сейчас она бескорыстно ходит по учреждениям, которые приглашают, и вот такие лекции по своей книге дает. Наконец, военный подвиг. Военный подвиг, гражданский подвиг. Мы здесь видим с вами тоже лица героев. Один из них Роман Филиппов, который был с левой стороны, военный летчик. Последние его слова: «Это вам за пацанов». Погиб он 3 февраля в Сирии. Вы знаете, что он сам был тоже сыном военного летчика. И эти слова, конечно же, вот нас очень зацепили, потому что это пароль, означающий, что Роман был человеком. Когда говорят «это человек», подразумевается только одно – это тот, кто даже в смертный час думает о других больше, чем о себе. Как это было очевидно для всех, необходимость быть человеком. В нынешнем постхристианском мире кажется, что в Германии сохранилась статья в законодательстве, требующая оказать помощь погибающему или страдающему. Именно требующая, если это не угрожает собственной жизни. Такой же закон был в Советском Союзе. Согласно статье 127 Уголовного кодекса Российской Федерации, преступлением считалось оставление человека без помощи даже при отсутствии у виновного законной обязанности заботиться о безопасности потерпевшего, при условии, что такая помощь заведомо могла быть оказана виновным без существенной опасности для него самого и третьих лиц. Между тем, в современном Уголовном кодексе, нынешнем, статья 125, неоказание помощи преступлением не считается, если только ты сам, скажем, не работаешь в МЧС. То есть, если в метре от тебя тонет человек, то ты можешь протянуть ему руку, а можешь и не протягивать. Такой вот привет нам из 90-х годов. Конечно же, вот эти изменения показывают степень нашей деградации. И дело не в западном влиянии, ведь сохранили же немцы старое представление о том, что нужно помочь человеку, попавшему в беду. Нет, это результат антихристианских эгоистических тенденций, которые достигли у нас своего пика в годы после распада Советского Союза. В последнее время, слава Богу, ситуация меняется. И дай Бог, чтобы мы вернулись однажды к старым русским понятиям о человеке, для которого нормой поведения было запечатленное восходящее к Евангелию поговорки «сам погибай, а товарища выручай». И, конечно же, отношение к этому вопросу сегодня – это линия фронта, передовая, где человечество борется не только за физическое выживание, но и за моральное. И вот еще один герой, алтарник Московского храма Всемилостивого Спаса в Митино Георгий Великанов. Человек, который погиб мученически за други своя. Миссионер, автор богословских статей, первый пресс-секретарь православной службы помощи милосердия. Он погиб, пытаясь спасти бездомного, упавшего на рельсы. Это случилось 25 января этого года. Столько бы он мог сделать добра, и вот как вот бутон срезали эту жизнь. И хоть бы вот этот человек оценил, что вот ради него там никому не нужно, вот такой человек отдал жизнь свою. Но вот пока ходят пьяные, так и ходят.
конечно, никогда не встречала и не встречу больше. И, конечно, поэтому я больше всего и плачу, что такой любви в жизни должны делать. Просто какой-то вот это было, вот, да, любовь. Первая реакция такой вот шок, этого не может быть. Вот, но в то же время эта кончина, она удивительно соответствует тому, как Георгий жил. Это был открытый, простой человек, без пафоса, без какой-то, так сказать, чрезмерной экзальтации. Я думаю, такой тоже человек был предуготовлен к подвигу. Это не был какой-то вот такой герой, который светил как прожектор. Это был очень смиренный, очень скромный человек. И его свет был такой тихий свет, но это был свет любви. Он был светлым, добрым человеком, всегда готовым помочь другим людям. Он всегда останется в наших сердцах. Итак, мы вернулись к старорусским понятиям о человеке, для которого нормой были действия, запечатленные в восходящей к Евангелию поговорке «Сам погибай, а товарища выручай». Отношение к этому вопросу сегодня – это линия фронта, передовая, где человечество борется не только за физическое выживание, но и моральное. Вот еще раз я повторяю слова. Итак, мы работаем с ребятами с тем, что такое подвиг, какой корень слова, движение, двигаться, подвижник, движение в сторону добра или зла, захват или жертва. Вот эти все вопросы обсуждаются в ходе евристической беседы. Подвиг – это движение к добру. Ищем примеры подвига ради себя, подвига ради другого человека, работаем с текстами. И вот такие примеры. Здесь есть место подвигу. Но вот мы видим здесь, значит, по математике, по алгебре, по геометрии, да, двойка. Есть ли здесь место подвигу? Рассуждаем с ребятами. Конечно же, есть. Если мы будем с вами, если значит, каждый решит, что надо с этим что-то делать, да? Надо бороться, двигаться в обратную сторону. Здесь есть место подвигу? Конечно же, есть, да? Нужно уметь сдерживать свои эмоции, держать язык за зубами. Подвиг движения к добру. Что делать, чтобы добро победило? Как исправить ситуацию? Вот все эти вопросы можно обсуждать. Побороть лень, страх, зависть. Не распускать язык. Не распускать руки. Отказаться от привычки брать самый вкусный кусок. Не смотреть плохую телепередачу. Легко ли это? Отказаться попробовать сигарету. Легко ли это? Действительно, это нелегко. И это можно ли это назвать подвигом? И вот мы таким образом имеем 3 вида подвига. Подвиг ради себя, подвиг ради другого. Мы внимательно уже с этими 2 видами подвигов поработали. И, наконец, подвиг ради Бога. Мы видим с вами на этой картинке фигуры 3 волхвов, звездочетов, мудрецов. Наблюдая за небесными светилами, они увидели неизвестное доселе явление и, зная о древнем пророчестве, отправились в Вифлеем, чтобы увидеть родившегося царя славы. Сами евангелисты не упоминали количество и имена волхвов. Рассказ о 3 по числу даров волхвах на Западе королях появился в раннехристианской литературе и был дополнен в Средневековье. Согласно традиции, волхвов изображают людьми 3 возрастов. Бальтазара – юношей, Мельхиора – зрелым мужчиной, Каспара – седым старцем. Они пришли разными путями из 3 сторон света. Бальтазар был африканцем, Мельхиор – европейцем, а Каспар – представителем Азии. По преданию, позже волхвы были крещены апостолом Фомой
и приняли мученичество в восточных странах, а их мощи были найдены императрицей Еленой Константинопольской и положены сначала в Константинополе, а затем перенесены в Западную Европу, где сейчас хранятся в Кёльнском соборе. Итак, рассмотрим подвиг волхвов, подвиг ради Бога. Вот этот собор, Кёльнский собор, здесь именно находятся мощи волхвов. Этот собор – это главная достопримечательность города. Кёльнский собор Пресвятой Богородицы и Святого Петра. Это готическое сооружение. Он стал одним из самых известных в истории долгостроев. То есть его постоянно перестраивают, достраивают. И этому собору уже 600 лет. Чем же этот собор известен? Я уже вам сказала, что в нем как раз находится в саркофаге из серебра, золота и драгоценных камней рака 3 королей, 3 волхвов. Одна из самых драгоценных святынь христианства. И, конечно же, как следствие, этот город не принял лютеранство, он стал оплотом католицизма в Северной Германии. И после того, как в Кёльн были перемещены мощи 3 волхвов, собор уже не мог вмещать толпы паломников со всего света, вследствие чего было принято решение о строительстве невиданного до тех пор по размерам пятинефного собора. Но вот этот собор сейчас как раз вот это и есть этот собор, который сейчас все еще достраивается. Сегодня главная святыня собора хранится в великолепном золотом ковчеге. Что еще здесь в этом храме хранится? Если посмотреть на герб города Кёльна, то вы увидите на этом гербе 3 короны. Вот 3 короны – это как раз символы 3 волхвов. А также вы видите 11 капелек, слезинок, мощи, слезинки святой Урсулы и 11 ее подруг, принявших смерть за Христа в городе Кёльн. Вот это свидетельство того, что действительно история подтверждается наличием вот такой святыни. Что за это приход волхвов к младенцу к Иисусу? Подвиг ли это? Действительно, если мы с вами уже говорили о том, что они пришли с разных концов света, они шли, не зная, где находится родившийся царь, они ориентировались по звезде, и действительно это был подвиг. Люди, которые шли ко Христу, они несли в дар младенцу, такие дары несли. Смирну. Смирна в переводе с греческого означает благовонная смола от дерева, растущего в Аравии и Эфиопии. Смирну они несли как дар, как вещество, с помощью которого обычно мажут тело покойников и готовят его к погребению, то есть как знак будущей искупительной смерти Иисуса Христа. Золото как символ царской мессианской власти, а ладан или фимиам, которым обычно пользуются при богослужениях, это как знак его божественного достоинства. И по преданию Божья Матерь незадолго до своего успения передала благословенные дары волхвов Иерусалимской церкви. И вот эти дары, они сохранились. Эти дары, после того, как Константинополь был захвачен турками в 15 веке, дочь сербского князя Мария Бранкович передала эти дары волхвов на гору Афон, где они теперь хранятся уже более 500 лет в Афонском монастыре святого Павла. Вот этот ковчежец с дарами, таких ковчежцев около 10. И вы знаете, что буквально в прошлом году, на Рождество Христово, эти дары были монахами из Афона привезены на поклонение к нам в Россию, и затем были перенесены в Болгарию, вернее, на Украину и в Белоруссию. Мы видим с вами, что такой подвиг, который совершили волхвы, совершают ныне и все люди. Видите, какая огромная очередь
это очередь на поклонение к дарам волхвов. Вот видите, здесь поклонение к дарам. Интересную книгу, которую можно почитать про то, как все это происходило. Итак, золото, принесенное волхвами, было, конечно же, кстати, когда святое семейство вынуждено было прятаться от царя Ирода в Египте. Но в основном, конечно же, все дары были сохранены. И вот эти дары как раз мы и можем и сейчас видеть и поклоняться ему. Подвиг можно совершить только во время войны, подвиг возможно совершить только во время войны или пожара. Подвиг можно совершить в любое время. Вот на эту тему мы тоже можем порассуждать. И слова святого Иоанна Златоуста как раз говорят об этом. Вся настоящая жизнь есть подвиг и борьба. Вывод, который мы делаем, да? Есть ли в нашей жизни место подвигу? Конечно же, есть. Наивысшая любовь, всецелая самоотдача. Слова Иисуса Христа: «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Вот это и есть основная нравственная заповедь, нравственная прерогатива для нас, православных христиан. Подвиг – это движение к добру. Подумай, что доброго ты мог бы совершить сегодня. Домашнее задание – соверши свой маленький подвиг. То есть вот такое завершение урока могло бы быть, если бы мы такой урок давали нашим воспитанникам, которые изучают модуль «Основы православной культуры». Таким образом, мы можем с вами сказать, что действительно каждая семья определяется в том, в какой традиции она живет, какой модуль важен для воспитания их детей. И если говорить опять же о традиции, конечно же, мы должны возвращаться с вами в нашу традицию. И вот здесь я бы хотела привести слова святителя Иннокентия Херсонского Таврического. Он жил в XIX веке, и его называли новым русским Златоустом, который очень много проповедовал. И вот в проповедях на неделе Великого Поста, а мы сейчас с вами, православные христиане, переживаем именно эти события Великого Поста, и в преддверии праздника Вербного воскресения, эта неделя называется неделя Вай-И, то есть неделя ветвей. И мы с вами понимаем, что верба и ветви вербы, они чувственно изображают для нас высокие истины христианства. Каждый православный христианин идет в церковь или там получает, или с собой несет на освящение веточки вербы. И вот слова Иннокентия: «Без солнца ветвь гола и как бы мертва, хотя в ней все есть, что явится летом. Есть, но не может обнаружиться вовне, ибо для этого потребна сила тепла. Так и с душою нашей. В ней, так как она есть образ Божий, есть способность ко всему доброму и светлому. Но само по себе, в естественном состоянии человека, все это мертво и безжизненно. Потребен свет Христов, необходима теплота благодати Духа Божия. При их токмо действии, под их токмо осенением человек-грешник оживает от грехов и страстей для новой жизни в Боге». Вот такие слова мы сегодня можем услышать для тех, кто считает традицией сходить в воскресный день на праздничное богослужение на этой неделе, которая называется «Вход в Господень Иерусалим» или «Вербное воскресенье». Я благодарю вас, дорогие слушатели, за ваше терпение. И если есть вопросы, вы можете задать. Эти материалы, которые я сегодня вам продемонстрировала, они будут размещены в разделе «Видео», и вы можете ими воспользоваться. Спасибо за внимание.
Ну, вопросов я пока не вижу. Если вопросов нет, то до скорых встреч. Вот я еще раз напоминаю, что мы планируем еще в апреле 2 таких события, которые, наверное, будут важны для тех, кто у нас выбирает модули основ православной культуры. В конце месяца мы планируем семинар для педагогов по православной культуре и выезд в село Ульяново, в Свято-Стефановский Ульяновский монастырь. Ну и также у нас будет семинар по созданию эффективных условий по духовно-нравственному воспитанию наших с вами учащихся. Спасибо за внимание.